Наша встреча даст очередной импульс в развитии межведомственных отношений, отметил, открывая второе заседание Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций министр по ЧС Абхазии Лев Квициния. Мы обсудим широкий круг тем по текущей совместной работе, наметим планы на будущее, но главное в том, что все эти годы наши взаимодействия базировались на принципах уважения, взаимопонимания и профессиональной взаимовыручки. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александр Куренков отметил, что рад приглашению по случаю 20-летия со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. По его словам, партнерские и дружеские отношения между Россией и Абхазией продолжают активно развиваться по всем направлениям, в том числе и по линии чрезвычайных ведомств. Общая граница и наличие широкого спектра угроз природного и техногенного характера, актуальных для обоих государств, требуют от нас тесного взаимодействия в целях обеспечения безопасности населения и территорий. Нельзя не отметить тот факт, что большое количество российских граждан ежегодно посещают Абхазию в силу туристической привлекательности республики и крепких дружеских отношений между нашими народами. Все это требует от МЧС России приоритетного внимания к вопросам всесторонней поддержки и помощи МЧС Абхазии. В ходе проведенной летом прошлого года рабочей встречи глав МЧС Абхазии и России Лев Квициния отметил необходимость оказания технического содействия МЧС нашей республики. Как отметил заместитель министра Роман Курынин, была сформирована экспертная комиссия, которая посетила Главное спасательное ведомство Абхазии. По результатам осмотра техники и оборудования, стоящих на вооружении в пожарно-спасательных частях, инспекции по маломерным судам и поисково-спасательным отрядам МЧС Абхазии, комиссии МЧС России подтверждено, что материально-техническая база МЧС Абхазии изношена и требует обновления. В связи с чем при участии абхазских специалистов подготовлен перечень потребностей в специальной технике, оборудовании и запасных частях. Данный согласованный перечень, включающий 27 единиц пожарной, спасательной и вспомогательной техники, 250 комплектов боевой одежды пожарного, спасательное оборудование, средства связи, запасные части и расходные материалы, лег в основу соответствующего обращения правительства Республики Абхазии к правительству Российской Федерации, поступил в МЧС для подготовки предложений. Помощь в техническом обновлении МЧС Абхазии будет оказана поэтапно, отметил Роман Курынин. В заседании Российско-Абхазской комиссии также принял участие министр внутренних дел Роберт Киут. Он поздравил МЧС Абхазии с 20-летием, отметив, что ведомство работает оперативно и профессионально. И министерство формировалось в очень сложный период, когда отсутствовала какая-либо, скажем так, техническая возможность, либо другие. Но при всем при этом нужно и важно отметить, что благодаря совместной работе, благодаря поддержке коллег из Российской Федерации, в свое время это министерство было сформировано на самом высшем уровне, так скажем, на тот период, в отличие от всех остальных структур, которые должны были заниматься безопасностью и сохранением жизни граждан. Сегодня мы находимся на очередном этапе этого развития. Я лично выражаю глубокую благодарность за поддержку. Завершила работу Российско-Абхазской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подписание протокола заседания комиссии. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.